Большое такое волнение присутствует на арене. И с каждым боем все больше болельщиков становится. Есть небольшое преимущество в росте. Ну как небольшое? 10 сантиметров у Эмомахди Орзузада. Посмотрим, станет ли это оружием или же проблемой для него. Жеңіл салмақ дәрежесіндегі 3 раундтық жекпе-жек. Ендеше қос жауынгермен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Алаңның көкбұрышындағы жауынгердің кәсіпқой рекордында 2 жеңіс, 1 жеңіліс. Оның бойы 172 сантиметр. Салмағы 56 келі. Душанбе, Таджикистан. Қарсы алыңыздар. Эмомахди Black Pantera Орзузада. Оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышындағы жауынгермен таныс болыңыздар. Кәсіпқой рекордында 1 жеңіс. Оның бойы 162 сантиметр. Салмағы 56 келі. Алматы, Қазақстан. Қарсы алыңыздар. Бағлан Жақанша. Рефери Төлеген Адыкенов. Ну что, один из самых интригующих, интересных поединков андеркарда. Ережені бұзбаймыз. Стоптан кейін жұмыс жасамаймыз. Қол алсамыз. Сәттілік бұрышқа. Первый раунд. Ждем мы разрешения от рефери. Чувствую, очень динамичный бой будет. Да, есть такое некое напряжение, да, между бойцами. Видно потому, как они смотрят друг на друга. И первый раунд. Эмомахди Орзузада, Бағлан Жақанша. Да, Бағлан начинает сразу подавливать, первым номером работать, нивелировать преимущество в росте, да? Да, Эмомахди, конечно, сейчас будет пытаться держать на дистанции. Хороший джеб. Да, хороший Так, джеб. по-боксерски, да, переднюю ручку сбивает и сразу же этой же рукой зашел. Но мы уже видим по его первым же ударам, что его главная цель сейчас дистанция. Да, не подпускать максимально Бағлана к себе. Ох, неплохой блок. Пока Да, что и все удары в блок. Все удары с дистанции, обрати внимание. Пока, в принципе, это логично, и он делает все правильно. Зачем человеку с такой базой борьбы подпускать к себе? Да, иначе можно улететь на 3-й этаж. Да, и потихонечку разбивает, а Бағлан пока у нас не торопится. Да, ищет момент входа. О, сдалека немножко пошел. Не совсем характерно для борца классического стиля, да, полез в ноги. Да, без подготовки полез в ноги. Нужно чуть подготовить вот этот проход ноги. Пока что не может подойти Бағлан к своему сопернику, не может найти вот это вот тот момент, чтобы войти и пропускать джеб очередной от Махди. Даже по стойке таджикского бойца можно заметить, что он готовит левую ногу и левую руку. Он готовится именно зарядиться на тот момент, когда Бағлан будет подходить. Да, он понимает, что Бағлан будет проходить в ноги, разрез. Первый обмен такой жесткий, да? Да, и насыпает потихонечку. Почувствовал, да, Орзузада. Да, почувствовал уверенность и идет вперед. Махди. Получается, Бағлан наносит удар справа. Хороший. тяжелый удар справа, слушай, довольно-таки жестко попал. Еще очередной удар. И как мы видим, вот это начинает Бағлан потихоньку попадать. уверенность куда-то ушла, да, вот это. Вот Да. Орзузады пару И также ударов ушла правой. нервозность какая-то, да, со стороны Бағлана. Почувствовал уверенность. Ну, пропускает эти удары по этажам. Ну, немножко вот это спокойствие его напрягает. Очень такой спокойный вышел на этот бой. Да. Жақанша. Пропускает очень много ударов. Возможно, дает вымахаться Махди. Есть ощущение, что он поверил в свою ударку, да, вот после нескольких попаданий. Да. И, возможно, нацеливается просто на один удар. Первый клинч. Да, первый клинч видим мы в исполнении Бағлана. Колено неплохое. Еще Сейчас раз входит поймал. корпус. Клинч. Разрывает Махди. Знает, Пока. что не нужно связываться, в завязки входить. Грамотно очень делает. Возможно, не стоит так по-борцовски обхватывать именно шею вместе с рукой. Да, вот опять свой Входят в клинч завязку залез. такую борцовскую.
Поймал, руки завязаны. Сейчас будет что-то интересное. Скорее всего, мы сейчас увидим бросок. О, И мы увидели этот перевод. бросок. Первый тейкдаун у нас. Вниз кати, вниз кати. Как ты и говорил. Хорошо. Забери спину. Забирает спину планомерно, потихонечку. Да, сейчас будет пытаться отключить ногу. Наносит удары. Наносит удары Баглан. Но еще нет такой удобной позиции, да, устойчивой, с которой можно бить. Пока Баглан все делает правильно, но полностью бэкмаунта еще нету. Защищаться еще может. Да, такой хаммерфист нанес по макушке головы Махди. Ну, грамотная пока что работает Баглан. Чувствуется, что немножко не хватает опыта именно вот ground and pound. Да. Нужно наносить более амплитудные удары. Орзузада почему-то отвлекся на рефери. Да, Есть сейчас защ- увидим О, второй сейчас будет, перевод. да. О! Я про это и хотел сказать. Сейчас будет Очень бросок через амплитудный грудь. удар, очень амплитудный такой бросок был в исполнении. Полуудар, полубросок, да? Да, ему вот есть проблемы, да, с такими грэплерскими моментами у Баглана. Да, позиции пока что не совсем может контролировать. Ох, и наносит туда. И пошел за ногой сейчас. Будет ли рычаг колена? Вот. Нет, Арзузады, нет. аккуратнее. Очень аккуратно так сейчас заходит. Арзузада видит все это. Жаканша. Да, Баглану кричат, что нужно вытаскивать ногу. И здесь наносит концовку. Максимально выкладывается Баглан. Да, вот немножко не хватает контроля все-таки Баглану. Ну, насыпает удары. И Отлично. забрал концовку Баглан. Опасный такой был момент с выходом на рычаг колена, а потом пытался перейти на скрутку пятки. Да, что-то говорит Махди своему углу. Возможно, травмировал руку. Да, возможно, есть какая-то травма. Я тоже обратил на это внимание. После гонга он сразу же что-то сказал рефери. Что-то сказал Ой, углу секунданту своему. ему. Вот тот момент, когда поплыл. Ну, слушай, достойную такую оппозицию, да, сейчас оказывает. Да, очень достойный первый раунд. Очень достойный первый раунд в исполнении двух спортсменов на был. плечо он приземлился. Да, кажется, есть с плечом проблемы. Вот этот момент с зацепом. Да. Он упал прямо на плечо. И сейчас Не было рефери возможности. будет принимать решение по остановке боя. Не было возможности делать как-то. Вот здесь тоже он выставил руку. Ту же самую сторону. Да, скорее всего, при броске Махди получил травму какую-то. Неправильное падение, да, кажется? Все, бой остановлен. Если, Да, насколько скорее я всего, понимаю... бой будет остановлен. Заходят врачи. Нет, еще не остановлен. Мы сейчас Сейчас узнаем. будет Только врач сейчас принимать узнаем. решение. Да, какое будет окончательное. решение. Но вот эти два падения, кажется, повлекли за собой травму. Либо локоть, да, скорее всего локоть, потому что мы видим, что плечо не осматривается. Но, слушай, на таком высоком уровне и плохо обладать с такой вещью, как самостраховка, ну, не знаю. Да, видно было, что неудачно упал Махди на левую руку, и, скорее всего, он сломал ее, либо получил какую-то травму. Но сейчас врач решит, вынесет окончательное решение по продолжению боя. Кто-то врач чуть-чуть затягивает решение. Да, готов продолжать. Да. Выходит на второй раунд Махди. Но Ну, это признак видно. характера, слушай. Да, волевой парень Махди. И будет второй раунд. Сейчас мы увидим второй раунд этого динамичного боя. И сейчас с учетом травмы будет еще сложнее для таджикского бойца продолжать поединок. Да. С учетом того, что ударная рука травмирована, очень тяжело будет держать дистанцию, не давать подходить к себе. Но, слушай, мы даже в рамках NFC видели и не такие серьезные травмы, но бойцы отказывались от продолжения поединков, поэтому попадает с той же руки сейчас. Да, и пропускает с правой руки от Баглана. Пошел ва-банк, да, понимает, что травма сейчас может в любой момент
остановить его поединок. Вот. Пошел ва-банк. Навязал такую рубку и первый клинч опять. Да, сейчас будет попытка перевода от Баглана. Ох, и мы видим. Что сейчас будет? Неплохо так приподнял в этом же клинче, да, Урзузада. Да, хотел бросить высококлассного борца в завязки именно в стиле греко-римской борьбы, но не получилось. Или получилось, но накрывается. Контрит сейчас Баглан и Чувствует. оказывается в маунте. Чувствует борьбу, чувствует вот Ой, эту, сейчас этот будет момент. такая Ох, и опасная хороший позиция. локоть. Да, и сейчас дела плохи у таджикского бойца. Да, смена позиции от Баглана. Да, и очень правильно он уходит в сайт, только я не знаю, зачем он это сделал, но в любом случае держит руку, свою левую руку под мышкой, что тоже немаловажно. Теперь я понимаю, зачем он туда пошел, но находясь в хавгарде, сделать распятие, Распятие. наверное, не вариант. Да, потому что нога заблокирована, Да. твоя одна из ног заблокирована, тяжело сделать выход Позиции на хавгарда распятие, сейчас. да. Но хавгард в ММА он хорош тем, что очень устойчивая позиция и можно добивать, Да. сидя уверенно, плотно. Такая позиция 50-50, в принципе, да. И для защиты хорошая позиция, Да, и для всё-таки атаки. не смог он отключить эту руку, но замысел хороший. Да, хороший. Сейчас локтем оттягивает Махди. Баглан работает максимально. Ух, и тут запрещенное колено, и тут что мы увидели это было? запрещенное Это колено. запрещено, конечно. Возможно, будет сейчас дисквалификация. Скорее всего, получит Но предупреждение, удар был не такой сильный. но чувствительный. Но в любом случае, да, это нарушение, 100%. Да, получил желтую карточку, сняли балл автоматически. Баглан проигрывает первый раунд. Во второй раунд. Значит, извините у за оговорку. таджикского бойца появляется шанс одержать победу. Что происходит? Ох. Ну, не знаю. Махди показывает, что не может продолжать бой. Но я, если честно, в это не верю, но удар все-таки со стороны казался не такой. Удар не такой был сильный с колена. Да, можно сказать, вообще никакого такого большого урона не получил. Да. Даже, скорее всего, и не попал Он не такой коленом. амплитудный. И Но очень известный один боец задал тренд, да, таким вещам. И есть такое ощущение, что переигрывает немножко боец из Таджикистана. Возможно. Понимает, что он проигрывает, а сейчас можно вытащить на no contest, да, то есть сделать бой несостоявшимся. И получить Оскар. Конечно, это же шутка, но правда, Но мы же Я понимаем, присоединяюсь что к удар твоему мнению. однозначно нелегальный. нелегальный, но не Возможно, приносящий такой урон. Да, возможно, даже стоит того, чтобы Баглан был дисквалифицирован. Мы с этим не спорим. Тогда бой будет не состоявшимся. Ну да, потому что бой, кстати, не перешел Да, но мы экватор. все своего прекрасно видели, экватора. что удар не был таким тяжелым. Это Да, и- однозначно. И нес такого урона он не нес. Да, Возможно, ну, даже если как-то он- бы бил сильно, то ему бы пришлось оттянуть ногу, да, и прям засаживать. То есть мы видели, смотри, даже амплитуда не короткая. Да. Чуть-чуть. попал даже не в височную область, Да. попал куда-то чирком. Не такой сильный удар был. Ну, сейчас будет комиссия. Но сейчас мы посмотрим, что у нас будет дальше. Не совсем понятно. Не, это врачи все-таки останавливают этот поединок. Да, и слышим гул болельщиков. Болельщиков не обмануть. Болельщики все видят. Да, болельщики все видят. Баглан тоже не понимает, что произошло. Подошел главный судья этого турнира Мунлыков Нурбек и объясняет, что должно быть дальше. Балл снят с казахстанского бойца, это однозначно.
Я Так. бы, наверное, даже согласился с дисквалификацией Баглана. Возможно, согласился бы. Но вот этот момент с симуляцией, на мой взгляд, он немножко подпортил вот эту всю ситуацию. Ну, на самом деле, мне кажется, что здесь рефери должен был сначала увести Баглана в нейтральный угол, спросить, какого состояния соперника Баглана, Ну что, мы... ему Махди, Да, и сейчас- затем уже принимать решение. Да, мы видим такой прецедент, да, в рамках NFC. То есть сначала была дана желтая карточка, но уже не хотел продолжать соперник Баглана. Поэтому сейчас здесь идет такой судейский консилиум во главе с Нурбеком Мулыковым. Сейчас пытаются разобраться со всем этим. По факту, да, у нас были прецеденты, когда Вероника был Борисова, да? Вероника С Борисова. колена ударила. Или с ноги. Сору. Да, Сору Рахмону, Сора- когда она находилась в партере. Да, Был встала такой и момент. продолжила. Ну, по сути, Сора могла бы воспользоваться вот такой вот Лазейкой, да. лазейкой, даже и не вытащить no contest в этом поединке. таким шансом, наверное, да, Да, да. возможностью. Здесь, на мой взгляд, я даже не знаю, скорее всего, этот бой будет объявлен как несостоявшийся, по крайней мере, так будет более справедливо, мне кажется. Да, должен, на мой взгляд, получить дисквалификацию Баглан Жаханша, и бой должен просто быть объявлен несостоявшимся. Мне кажется, этот результат устроил бы всех. Да, то есть, ну, непонятно теперь, что будет. Пока что у нас официального решения все еще нет. Публика здесь в Алматы-арена поддерживает Баглана. Да, Отличный и- поединок он закатил. Потихонечку Алматы-арена наполняется. Да, потому что мы приближаемся к главному карду, к главному событию. Ну Да, и уже сейчас. Очень долго почему-то мы ждем решения по этому поединку. Да, вот показывает всем своим видом ему Махди Орузода, что ему не очень хорошо после пропущенного запрещенного удара. Все. Поединок остановлен. Поединок остановлен. И, по всей видимости, Давайте дождемся. Баглан что Жаханша будет. сейчас объявится победителем. Объявят его победителем, насколько я понимаю. Но, возможно, будет другое какое-то решение. Да, не будем торопиться с выводами, потому что именно в таких ситуациях мы видели очень разные итоги. Жекпе-жекті жалғастырудан бас тартуына байланысты жеңіске жеткен алаңның қызыл бұрышы Баглан Жаханша! Справедливости ради стоит отметить, что в принципе поединок он вел. Не было такого, что он проигрывал, сделал нелегальный удар и одержал победу. К такому вот решению пришли судьи. Возможно, дали желтую карточку Баглану и прибегли к судейским запискам, да, по итогам всего вот этого поединка, полутора раунда, да, возможно. На мой взгляд, все-таки нужно было поднять бойцов в стойку, отвести в нейтральный угол и первого, и Да, второго. да, согласен. Затем нужно было привести врача, посмотреть, в каком состоянии